вот почувствовать сам вкус слова этого произведения, этих произведений, вернее, здесь много произведений, но они объединены одной темой, Чингисханом. Ну, я бы сказал, Чингисхан – это просто фигура историческая, которая явилась поводом для высказывания Колорадина, для очень серьезных таких высказываний, серьезного осмысления, время такое, осмысление. Если бы он писал о чем-то другом, как он писал про Лао-цзы, все равно это было главное высказывание мыслящего человека. Я даже хочу быть сейчас писателем там, или мыслящего человека, глубоко мыслящего человека о нашем времени и о времени вообще, так или иначе. Я немножко здесь прочитаю, просто чтобы почувствовать вкус фразы. Как раз историю чуть почитать, которая не связана с себе, с образом Чингисхана, а просто связана с временем, тем временем, в котором он жил. Вот. Ну и она, так или иначе, написана, наверное, охотников, которые охотятся в наше время уже. Значит, но так или иначе, он написан здесь охотник. Охотники тремя сюмами, сотнями верховых, словно сетями охватив месяц, спускались в низину, сжимая кольцо. Их гортанные крики и топот лошадиных копыт слагались в кровожадно нарастающий гул, сотрясая усланную снегом степь, выгоняя зверя из норы, из теплого логова, сбивая с привычных троп, пугая и тесня малого и большого. Держать строй! Прерывая гул, раздался грозный рык Джесебала, распорядителя охоты. Аргас невольно глянул на микрофон, который скакал по левую от него руку. Головы в нетерпении часто вырываются вперед, нарушая цепь. Нет, его Морган мчался, будто воин в бою, припав к гриве, чуть склонившись с коня, цепко глядя перед собой, устремленный вперед, но не нарушал строй. Теплый собачий язык нежности лизнул сердце Аргаса, и старик мысленно ругнул себя. Старуха-мать и без того забаловала маленького, меньшего, как говорят, поскребыша, и сам с ним по-мужски мягок. Откуда-то из-под ног коня выскочил заяц и запетлял, теряясь в снежной беготне. Тотчас вжикнула слева тетива. Стрела с пестрым оперением воткнулась перед зайцем. Вторая стрела, выпущенная сыном через миг, укатила в заячий след. Аргас держал зайца на прицеле, но не торопился, зная, что косой обязательно присядет. Третья стрела с пестрым оперением настигла во всю прыть мчавшегося зайца. Хороший выстрел, похвалил отец. Но почему не выжидаешь, когда заяц присядет? Хотел проверить себя, сын, пытаясь скрыть радость, торжество победы. Ведь он опередил отца, старого охотника, степенно спустился с лошади, собрал стрелы, добычу приторочил к седлу. Аргас же вновь подумал, что надо строго наказать старуху, чтобы не потворствовала своего любимчику Моргану, а то может отослать его к старшему в железные руки. Тот, кто может сразить бегущего зверя, хороший стрелок. Но хороший стрелок – это еще не хороший охотник.